Всем привет, дорогие друзья! Знакомьтесь, рядом со мной находится народный мастер, преподаватель по технологии средней общеобразовательной школы номер 18 Иван Иванович Сивцев. Здравствуйте! Здравствуйте! И сегодня мы вновь вместе с Иваном Ивановичем будем работать с очень уникальным, интересным и красивым материалом, и это бивень мамонта. Что мы будем делать сегодня, Иван Иванович? Так, будем делать волчий коготя, волка самого. Вот так. То есть у нас здесь основа будет бивень мамонта и волчий коготочек у нас здесь, да? Коготь. Вот такой. Настоящее же все, да? Настоящий. Вот такой большой коготь у волка? Понюхайте. Ой, да. Точно настоящий, точно. Так, хорошо. С чего начнем? Начинаем с клея. Так, не клея, а ставку делаем из бивня мамонта. Вот видите зубочистку, да? Да. Чуть толще зубочистки из бивня мамонта делаем. Штырь такой. А, заранее, отдельно. Вот, видите? То есть это вы выпилили отдельно вот Да. такой маленький... Да. Я вообще подумала, что это правда зубочистка. Нет. Это из Нет, бивня это- мамонта это такой бивень штырь. мамонта. Да, штырь. Ставите Хорошо. сюда. Дырочки сделали, да? Да, уже заготовку сделал я. В коготочке в нашем сделали дырочку. Так, сейчас отмеряем примерно от середины, вот так, чтобы ровно стояло. Так, сейчас Вот так. на обзор смотрим. Там дырки не было вообще. А, Вот, все. Ага. Так, вот затем берем клей. Очень аккуратно. Склеиваем детали, да? И мы приклеили, да? Начало положено, так сказать, да? Иван Иванович, а как давно вы работаете с бивнями мамонта? Примерно, так, 80, точно говоря, 89-й год. С 89-го года. То есть практически с того года, когда я родилась, вы уже делали, да, работали с бивнем. Да. Учились самостоятельно или у вас был учитель? Сам учился. Сам учились. То есть вот сидели, пробовали методом проб и ошибок, старались получить навыки, да? Нет, было дело так. Пошел, короче, я рынок, крытый рынок. Там вижу, один дед продает вот такую корочку. Корочки бивня мамонта. Ну, вот такую, да? Примерно, да? Не, вот такую. Вот такую. Только на сорт был у меня хороший сорт, первый сорт. Весь гладкий, весь белый, да? Ну, тут белого нет. Вот такой он белый, такой без Чисто гладкий, белый был. Чисто белый, хороший был, кусок был. А вы уже разбирались тогда в этом? Не разбирался, но я понимал, что это бивень. Я взял ее домой и начал делать. Обычной пилой, обычной ножовкой. И получилось что-нибудь? Конечно. Конечно. Ну а рисовать вы умели с самого детства, да? Да. То есть с этим проблем не было, Не да? было. А то вот так пройдет простой там, да, Ваня, Петя, да, Саша, и тоже захочет так делать. Но все равно же вы должны быть человеком творческим, чтобы приступить-то ни с того ни с сего к такой работе, да? То есть рисовать вы могли с детства, да? И стали вот изготавливать свое первое произведение искусства. Получилось? Получилось. Получилось. А вот, Иван Иванович, вот с этой стороны, если посмотреть бивень, да, вот это считается хорошо или плохо? Вот это? Цвет такой зеленый, да? Это же болото. Это найденные болоты. Тина, да, то есть, Да. или что это? Да. Но это так раз ценится, его можно спилить или наоборот это в цене, когда такой зеленоватый? Нет, это шипа, это самый дешевый бивень. Вот это щепа, вот этот кусочек. Вот весь этот кусок, это шипа называется. А то есть обычно из него особо-то ничего не сделаешь, потому что в нем много пустот, да? Да. Видите, много пустот, и поэтому, в принципе, это не самый лучший, да, материал. Но вам для вот таких подделок, да, для того, чтобы сделать вот такие брелоки тоненькие, подходит, да? Нет. Нет, тоже не подходит? Вот это сейчас не подходит. Это подходит для поставки.
А, вот так, чтобы на нее Да, мамонта поставить там. шлифануть, и будет подставка. Да, То есть идеально она будет, если его подровнять, да, это тоже поставка. это тоже подставка. То есть здесь ничего Да. уже не пригодится, да? Для... Потому что она труха. А, все понятно. Короче, из него горит фреза, горит борт, сверлить невозможно. Потому что она, как сказать-то, труха, ну, делаешь, она влетает. Вот видите, ну, и вот с этой стороны еще можно делать, да? А чуть дальше уже... Ну, она как крошится, да, как порошок. Да, не, можно делать, но она вонять будет во всю коридор, короче. Чем, короче, белый, да, тем лучше обрабатывается. То есть брать лучше цельный. Да. А вот самый главный вопрос. А может ли простой человек отличить, допустим, изделие из бивня мамонта или изделие, допустим, из рога лося, к примеру, да? Да, если рог лося самый край брать, самый, где это рождается, да, вот этот кусок, он белый, вообще белый, даже белее, чем бивень мамы. Их можно, даже я не могу различить. Сложно будет, да, различить? Да. Если есть так, текстура бивня мамонта, вот смотрите, вот видите, белая, да, потом какая-то полоса идет. Коричневый. Коричневый, видите, коричневая идет. Это у нее есть, внутри есть структура, как древесина. У нее есть структура. Вот видите, да, тут даже вот. Видите, Да, полоски. Да, у нее тоже есть. То есть у бивня Да, есть структура. можно увидеть, да, переливы, вот эти переходы, да? Вот даже вот. А, да, наглядно видно. Да. То есть белое, коричневое. да. А идеально белый бивень не может быть никогда? Может? Ну, редко, да, наверное? Почему? Может? Может. Вот мы тоже тут структуры видим, видите? Вроде бы белый цвет, но на самом деле вот здесь немножечко есть желтизна. А в цене, когда он идеально белый или когда вот он с переливами? Что в цене больше? Идеально белый, конечно, Лучше, да? лучше. Но кому как нравится. А если, допустим, есть какой-то вот... Если покупаешь кожаную сумку, к примеру, говорят, нужно зажигалкой поджечь, и кожа натуральная не горит, типа, да? Либо там... Таким образом мы проверяем, что это натуральная кожа. А вот можно как-то проверить, натуральный это бивень или нет? Ну вот я покупаю, допустим, да, изделие, и мне продавец говорит, да, это бивень. А я смотрю, как я могу Если проверить? отпилить в торец ровно, да? Тут не видно. Другой. Если вот так отпилить в торец и посмотреть в торец, у нее есть вот такие узоры. Вот линии вот так идут, потом линии вот так идут. Как тут показать? Я уже заклеил. Это у бивня мамонта, да? Да, бивня мамонта только есть. Ну а если в готовом изделии не различишь? Различишь также есть. Тоже Эти есть? линии можно увидеть. То есть по каким-то определенным линиям, да? Тут она особо белая, вот тут не видно. Тут она белая. Белой кости не увидите. Где коричневая, можно еще увидеть. Нет, тут тоже нету. Ну а лучше обратиться к специалисту, да, и он тебе сразу. То есть вот специалисты, как вы, они сразу увидят, бивень это или нет, да? Вы прям сразу различаете. Сразу. Хорошо, вернемся к нашему изделию. Сегодня мы делаем брелок, вот такую подвеску, брелок. Продолжаем. А дальше Иван Иванович без каких-то либо рисунков, да, просто вот так на глаз начинает выводить изображение волка. То есть дальше за процессом можно просто наблюдать и восхищаться. Пока Иван Иванович переносит изображение нашего будущего животного на бивень мамонта, хотелось бы отметить, что сегодня у школьников средней общеобразовательной школы номер 18 есть уникальная возможность хотя бы познакомиться с работой по кости. Потому что Иван Иванович преподает здесь, и ребята могут хотя бы попробовать, что же такое вот резко на кости. Это, конечно, дорогого стоит, потому что не каждая школа может похвастаться таким мастером.
А вам больше что нравится делать? Вот какие-то брелоки или украшения, или, может быть, какие-то статуэтки? Не, разница в этом материале. Если он же имеет большой запах, да, если ты дома работаешь, да, или в школе работаешь, да, большие изделия, чтобы делать, надо аппаратуру отдельно иметь, да, воздухоочиститель, да. Чтобы этого не иметь, чтобы работать в школе, допустим, да, надо делать серьги, брошки, они более-менее пыли нет у них. Да. Да? Потому что работа пыльная, да, мы Да, вот видим. да, Поэтому если в школе, то лучше делать что-то маленькое, да? да. Украшения, Да, да, да. брелочки, И экономно будет. экономно. Да. А если дома, то можно уже и что-нибудь большое. Да, А если самое большое из ваших работ, что вы сделали? шахматы делал Шахматы делали? Полностью все из бивня мамонта? полностью. Даже боюсь представить, сколько стоят такие шахматы. Нет, даже там был удюргай, капа, да, и чараит. Чараит? Это моя первая работа была. И у вас до сих пор есть она? Храните, да? Нету. Нет? Нету. Понятно. А вот, допустим, сейчас очень модно делать какие-то там четки. Даже видела, лопатку делают из бивня мамонта. Лопатку для обуви из бивня мамонта. Делают. Вы представляете? Представляю. Для чего только? То есть, вот чтобы обувь-то надеть, да, нужно лопаточку из бивня мамонта. То есть мы люди-то вообще в Якутии богатые, да, можем себе лопатку позволить даже такую, да. Иногда какие-то, наверное, к вам заказы поступают такие сумасшедшие, да? Что-нибудь люди такое странное заказывали? Нет, ничего такого. Нет. Все попроще, да? Да, все проще. Вера в основном работает серьги, брошки там, по-стариковски как бы. Как. Сейчас молодые вообще не хотят это мелочь делать. Им сразу большие деньги, допустим, работа. А нам-то что? Нам это для себя как бы уже работаем. А вот, допустим, бывает у вас такое, что вы не знаете, как выглядит там изображение медведя, волка там, да, или лисицы? Или вы всегда знаете, как это выглядит? Всегда знаю. С детства знаю, как бы. С детства знаете. Вот вы сейчас просто так без нанесения даже каких-либо таких меток вы выпиливаете изображение волчонка, да, но я бы, например, никогда не сообразила, где у него глаза, где нос, где рот, да, а у вас это все в голове, да? Машинально. Машинально, да? Это работа для души. Это как бы каждый день можно делать. Во время отдыха, типа такого. А откуда вы родом? У Солданских. Там тоже много, наверное, мастеров, да? Да, много. А вас с мастером делятся своим опытом или вы, наоборот, стараетесь хранить все в секрете? Нет, делимся. Делимся, да? Да, конечно. Раньше, когда работала Сардана фабрика, там, где мастеров много было, я им ходил, спрашивал там, ну, опыт брал. Друзья мне там были. Вот и началась работа. Глаза сделаю сейчас. Уже появились глаза. Теперь понятно, да. А вот так изначально было сложно понять вообще, где у него что. Сейчас уже зашлифуем. Заготовку уже сделаем. Забыл. Вот эти тоже надо обтачивать. Коготь сам. Коготь тоже обрабатываете? Да. Она то блестеть не будет. Блестеть не будет? Не будет. И внутреннюю часть тоже убираем. Видите, тоже пахнет отдельно, да? Да. Запахи, конечно,
не передаются через камеру, конечно. Но сразу скажу, когда выпиливают бивень мамонта, пахнет вот точь-в-точь как в стоматологии. А вот когда пилит коготь волка, другие уже ароматы совсем, да? Вот что значит натуральный материал. От этого не сбежать, да? Запах все равно будет присутствовать. Будет, ага. Сейчас еще больше запах пойдет. О, какой пошел аромат! Точно! Вы были правы, Иван Иванович. Господи, вроде маленький коготочек, а... Ну, видишь, чем разница запах бивня мамонта Понятно теперь, и да. другого материала, да? Вот это то, о чем я говорила до этого. Отличительное. Да. Просто Урок, черта. урок лося сейчас, если был бы сейчас, о, запах был бы конкретный. Конкретно был, да? Вот так. А вот где коричневый бивень, да, вот, да, он находится в болоте, в воде. Сперва он не такой, сперва он же весь белый. Ага. Потом лежит несколько лет, да, и желтеет, желтеет, желтеет. И появляется Да. такой цвет. И вот, видите, да? Да? То есть внутри вот он белый был, да? Потом все желтеет, Слоями, желтеет, слоями. желтеет. Годами, да? Да. Самые интересные корка бывают, хорошие такие, черные корки, гладкие корки. Вот, красивые. Иногда люди работают только корками. Есть такие мастера, которые работают только корками. Вот этими темными, да? Интересно. Если убрать, вот корку саму убрать, там внутри белая, тоненькая такая, темная, вот такая, как лак, да, и внутри там узор какой-нибудь сделаешь, там внутри белая строится. Вообще красота, Вообще да? красота. Ну вот ценители такого искусства, да, это, конечно же, жители Китая, да. Там у них, в принципе, наличие, да, каких-либо статуэток, либо, да, той же бижутерии с бивня мамонта считается престижным, да. Очень любят китайцы, да. Работы наших косторезов, а якутских косторезов так знают вообще во всем мире, да. Считается, что у нас одни из самых лучших, да, косторезов. Да. Самые лучшие. Наши, конечно. В национальном стиле работают. Да. Да. Тем временем у нашего волка проявляются уже такие полосочки, шерсть, да? То есть, по сути, для изготовления нашего брелока сегодня понадобилось только кусочек бивня мамонта, коготь волка и вот такой аппарат. И все, и золотые руки Ивана Ивановича же, да? Как бы такая. Никаких больше. Ну клей еще понадобился. А так, и сидите вы вот так вечерами и делаете, да? У каждого мастера свой почерк. Допустим, мой почерк сразу узнают в магазинах. Да? Ага. Какой? Чем отличается ваш почерк, вы думаете? Посмотрите, мамонт. Мамонта Я только посмотрю. делаю такие мамонты. Так, посмотрим, попробуем разобраться. Мамонты, 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 мамонты и мамонты. Нет, почерк такой у меня. Такие только мамонты умею, остальных не умею. Там мастера делают, хобот поднимают, там раздельный хобот делают там. У меня так все слитно. У вас все слитно Да. и вот все вот так Ага. вот. Ну, у Понятно. каждого мастера свой почерк. Ну, конечно, как и в любом другом деле, да? Сейчас все, последние узоры пошли. Последний узор. Окончательные, ага. Сейчас глаза сделаю. Если глаза не так сделаешь, он волком не станет. Самое главное глаза. да? Самое главное глаза у зверя, у любого зверя. Глаза и вообще сама гордость. Вот у тебя волк должен рычать. Сейчас еще это сделаю. Чтобы она вообще гордо так рычала. Добавил немножечко, да?
деталей. Чтобы гордость. Появилась гордость. Да. Сейчас уши делаем. Уши. Так, второе ухо. Все, сейчас уже все. Пошел мех. И если нет желания, допустим, да, сегодня хоть меня заставь работать, я не буду работать. Потому что нет желания работать, нет музы. Музы. Да. Если есть муза, да, если интересна эта тебе работа, вот эта, да, будешь работать. А если тебя заставляет это делать, значит, ну, сделаю я 2 штуки, 3 штуки, да, потом она мне надоест. Не так, что ли? Ну, Ну, это как в любом другом деле, да. да? Еще покрасивее сделаю. Да. Иван Иванович, а можно бивень мамонта окрашивать или нет? Можно, Можно? можно. Чем окрашивать? Специальной краской какой-то? Акриловые. А, Можно тушью, господи, чем угодно, короче. И их лаком надо покрыть. После этого обязательно. Ну, обычно мастера такие, да, народные, они этим не занимаются, да? Занимается. Тоже делают Есть. так, да? В основном девочки. А, любят покреативить, да? Да. У них сейчас серьги почти всякие разные. По магазинам надо ходить посмотреть. По выставкам. Ну так, по-стариковски я уже закончил как бы. Уже все. Сейчас еще раз зашлифую. И И вот так из простого брусочка появился волк с таким оскалом, да? Злой волк получился. все, сейчас последний этап. Шлифование. Итак, Иван Иванович закончил шлифовку. И обратите внимание, ну, возможно, вам через камеру не передастся, да, но изделие просто блестит, да? Блестит просто за счет шлифования, да? Настолько вот такой, знаете, гладко поверхность стала, такое ощущение, как будто ее покрыли лаком. На самом деле это просто зашлифовали, да? Ну что, и у нас получился вот такой волк. С одной стороны он полностью коричневого цвета, с другой стороны он получился такой, да, двуцветный. Здесь. Вот сверху белый, вот видите. И так получилось, что у нас вот белая полосочка здесь по центру. Ну, действительно, бивень мамонта вещь уникальная, да, и работать с ней, наверное, это такое отдельное удовольствие, да. Мы вот так вот воочию сегодня убедились, насколько, ну, красив этот материал, да, Иван Иванович, и насколько здорово уметь работать с ним, да. А вот Иван Иванович самоучка, делает все сам. Ну, спасибо большое вам за ваш мастер-класс. Я думаю, детям вашим очень повезло, да, вашим ученикам, что у них есть такой преподаватель, как вы, да. Мы желаем вам творческого вдохновения, здоровья, творите как можно больше, потому что действительно эти работы – это по-настоящему гордость не только ваша, но и всей нашей республики. Мы увидимся. До новых встреч. Всего доброго.